В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее. Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. И наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. Сегодня в фокусе нашего интереса окажется период, который можно охарактеризовать как крымско-татарское национальное возрождение. Период неразрывно связанный с именем главного просветителя крымских татар Измаила Гаспринского. И в нашу студию я пригласил уже традиционного гостя, кандидата исторических наук Александра Севастьянова. Александр, здравствуйте. Добрый день. Итак, когда мы в прошлый раз говорили о крымских татарах, мы закрыли эту страницу на довольно печальном эпизоде, на великой эмиграции 1860-х годов, когда внезапно оказалось, что число выехавших превысило число оставшихся, и оставшимся, в общем-то, было уже рукой подать до превращения в национальное меньшинство в собственном доме. И вот после этого, вот 70-е, 80-е годы, до того, как Измаил Гаспринский получил всекрымскую, всероссийскую, всемирную известность, как удавалось крымским татарам решить проблему интеграции в российское общество? Или наоборот, эта проблема до Гаспринского так и не была решена? Ну, по сути, надо сказать, во-первых, о том, что вот после того, как произошли события Крымской войны, и после того, как произошла эмиграция, произошел вот этот качественный разлом, я бы сказал, такой перелом или разлом крымско-татарской, если можно сказать, идентичности и ментальности. В том смысле, что действительно, если раньше, несмотря на явное несоприкосновение двух цивилизаций, русской цивилизации и восточной, исламской, крымско-татарской, русской, в свою очередь, православной, и в своих проявлениях официальных европейской, да, вот теперь после этого получилось так, что крымские татары оказались перед необходимостью выбора, а выбор очень понятный и простой. Либо действительно стать национальным меньшинством и полностью, скажем так, влиться в структуру Российской империи, в структуру имперской логики и имперской, ну, скажем так, традиции, если так можно выразиться в данном случае, да, вот, либо же проявить какой-то вариант для сохранения, для продуцирования далее этой самой идентичности и ментальности. И вот тут очень важно, что все эти события совпали с реформой Александра II, потому что действительно, ну вот, сколь бы мы критически не относились вообще к политике российского самодержавия в отношении подконтрольных ему народов, да, но все же действительно эти реформы давали шанс. И вот надо сказать, что до этого вот нельзя заметить какой-то серьезной политической роли крымских татар в истории Крыма, ну, с конца 19-го по, ну, в общем-то... С конца 18-го. С конца 18-го, безусловно, да. С конца 18-го до, в общем-то, 60-х, 70-х годов 19 века. То есть, по большому счету, это сосуществование в параллельных, если не реальностях, то в параллельных каких-то вот своих интересах и, ну, скажем так, своей жизни, да. А вот реформы, которые дали механизмы вхождения новых сословных или, скажем так, социальных слоев в жизнь государства, в жизнь общества, полноправного причем вхождения, да, они дали возможность, ну, скажем так, легитимизироваться крымским татарам в политической плоскости. Да? И фактически так получилось, это совпало с жизнью и деятельностью Измаила Гаспринского, да? Поэтому мы фактически можем сказать, что вот пришло время
и время нашло своего героя. Безусловно, данная историческая личность стала этим героем. Хорошо, для тех наших слушателей, кто обретается на материковой части Украины, и кто, может быть, даже в первый раз в жизни слышит имя этого человека и может быть, удивляется, почему мы решили посвятить ему, не только ему, сколько вообще всем этим процессам целую программу, могли бы вы в 2 словах охарактеризовать, описать, кто же это был за человек и каков был его путь от одного из крымских татар до просветителя, до культурного героя, позволено мне так сказать. Вот опять-таки герой своего времени и действительно человек, ставший адекватный этому времени. Потому что родился Гаспринский в Крыму в семье, скажем так, военнослужащего, да, который, опять-таки, уже служил в российской армии, значит, служил на добровольных началах. То есть это говорит о том, что семья Гаспринского уже имела некую определенную лояльность к данной, к российской действительности. Да? Вот. Именно после рождения Исмаила Гаспринского, да, семья получает дворянское достоинство, фактически, являясь представителями, скажем так, привилегированных классов Российской империи. Это первый момент. То есть это уже говорит о том, что данное семейство, оно имело определенное отличие, да, от общей массы. Но при этом надо отметить, что Гаспринский, в принципе, получил военное образование. Он мог сделать военную карьеру, но он решил для себя, и я думаю, что это было на фоне тех изменений, которые происходили вокруг него в Российской империи. То есть он увидел широкий запрос на общественную деятельность, он увидел широкий запрос на возможность какой-то не только общественной, но, может быть, даже и политической деятельности. Да? И поэтому Гаспринский не заканчивает военное образование и возвращается в Крым для того, чтобы стать общественным деятелем. И очень быстро он получает признание, потому что в 1879 году он становится бахчисарайским городским головой. И 5 лет он бахчисарайский городской голова. То есть период, когда он может показать, по большому счету, свои способности управленческие. Да? Более того, фактически он воспользовался тем социальным лифтом, который предоставила Российская империя при Александре II для представителей широких социальных слоев, да, то есть для разных слоев. Да. И он становится бахчисарайским городским головой, и, в общем-то, вот после этого начинается его карьера, его деятельность как широкого общественного деятеля. Она заключается не только в, собственно говоря, деятельности на посту городского головы. Она потом развивается уже в издании первой тюркоязычной, двуязычной газеты. Собственно говоря, Гаспринский – это терджеман или переводчик, да, собственно говоря. И вот таким переводчиком, да, 2 миров, попыткой сосуществования этих 2 миров, тюркского и русского, и стал Гаспринский для истории Крыма, и, в общем-то, всего тюркского мира России. Если можно проанализировать то, что он писал в своих работах о сосуществовании, о возможности превращения России или естественного прихода России к статусу державы с не то что с большинством, но со значительным, конечно, тюркским и мусульманским населением, и сравнить вот эту идею его российской лояльности с, возможно, с пантюркистской идеей, которую он вынашивал, ради которой он создал этот язык, на котором писался терджеман, понятный большинству, по крайней мере, как нам представляется, понятный тогдашнему большинству тюрков. Вот эти его идеи цивилизационного сосуществования, и
параллельные, набирающие интересы, набирающие популярность идеи цивилизационного противостояния, там, начиная там, от Данилевского и далее к евразийцам. Вот как, и тем более, что мы уже знаем, что Российская империя при Александре III это все-таки империя, круто сворачивающая с сословного на национальные рельсы. Вот в этих условиях национальных рельсов русскости, не российскости, именно русскости, и вот эта вот концепция Гаспринского с его таким лоялизмом тюркско-мусульманским, как они вообще, можно ли им было ужиться и уживались ли они? А вот это интересно, вот это крайне интересный момент, как же так получилось. Потому что Гаспринский, вот он, ну вот это действительно, наверное, я пытаюсь найти аналог ему, да, и действительно его сотрудничество, которое имело место с Иваном Сергеевичем Тургеневым, вот, в общем-то, наверное, наложило на него очень большой отпечаток. Потому что Тургенев – это такой признанный русский либерал, который, правда, несмотря на свой весь русский либерализм, старался проводить большую часть своей жизни вне пределов России. Ну, как и большинство нынешних либералов, разумеется. Ну, тут надо просто понимать, кто либерал, кто не либерал, да, то есть вот, а по сути, в общем-то, вот те уроки, судя по всему, да, которые ему, ну, преподнес Тургенев, да, то есть взгляд на сосуществование и возможность лоялизма, да, действительно, они были Гаспринским очень серьезно восприняты, потому что действительно он ведь даже на посту городского головы оказался в эпоху, когда вот произошел этот слом от Александра II к Александру III. Вот как тут сориентироваться, когда инородец, как это, в общем-то, был официальный термин, да, а он на высокой государственной должности, он, в общем-то, городской голова Бахчисарая, ну, может быть, не самого крупного города в Крыму, но одного из ключевых городов, да, вот. С одной стороны, это действительно попытка, что в Российской империи соблюдаются права, ну, вот, скажем так, меньшинств, и, в общем-то, они гарантируются. С другой стороны, ну, надо сказать, что Гаспринский был идеологом и был вот оформителем, если так можно выразиться, мысли о том, что национальное самосознание можно, ну, скажем так, можно найти путем компромисса. Вот у него этот компромисс был очень широким, надо это признать, потому что, по большому счету, он прекрасно знал о том, что продолжается эмиграция татар, что крымские татары, пусть в небольшом количестве, от нескольких сотен до нескольких тысяч каждый год все-таки выезжают из Крыма. И этот процесс, он снова-таки не был насильственным, да, но при этом он все-таки не встречал препятствия со стороны властей. Вот это очень важный момент, да, что власти, ну, скажем так, очень нейтрально на все смотрели. Да? И вот Гаспринский в этих условиях, я думаю, хотел показать то, что в такой среде можно не только выжить, но и развиваться. И потому он, получив сначала рычаги государственного управления, да, ну, скажем так, земского, местного управления, а потом и, я бы сказал, общественного, а потом и политического. Вот понимаете, еще что важно, что Гаспринский, он вот долго находился в российской истории, в российской политической жизни и так далее, что фактически он смог вот совместить эти позиции. То есть, по большому счету, он путем компромисса находил эти возможности. Компромисс, не знаю, для него болезненный или нет. Не знаю, потому что сложно сказать, что он претерпевал какие-то притеснений и так далее, потому что, по большому счету, если мы посмотрим биографию, то мы увидим, что там больше разрешений, нежели запретов. Да? Вот. И фактически Гаспринский, в общем-то, путем этого компромисса сумел найти точки соприкосновения с российской действительностью. Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжаем наш эфир. Вы слушаете радио «Крым Реалии». И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и моим нынешним гостем Александром Севастьяновым. Александр, вот одной из важнейших вех
одним из важнейших направлений деятельности Измаила Гаспринского было народное просвещение в традиционной крымско-татарской школе. Фактически, ну, я не знаю, можно ли его сравнить в этом смысле там, с Петром I, произведшим решительный рывок, а может быть и даже больше, чем Петр I он сделал для традиционной школы, дав ей модерный вид. Вот почему мы, собственно говоря, об этом говорим? Как выглядело обучение крымских татар в эпоху Российской империи в Таврической губернии, лишенных там своего классического зенджирлы медресе, лишенного или не лишенного, кстати, и своей государственности точно. И почему школьная реформа, с которой вот буквально все начиналось и не могло не начаться, была так важна? Ну, тут я бы проводил, конечно, аналогию не с Петром. То есть, вот Гаспринский для крымских татар – это Ататюрк. Да, то есть, и для крымских татар, ну и, в принципе, для тюркских народов Российской империи. Да. Конечно, Ататюрк, он позже, да, но суть уловлена была вот именно правильно. Да, то есть, вот в том же смысле, потому что, ну, все-таки, если говорить о Петре, то Петр – это все-таки насильственное преобразование. То есть, это путь, ну, на мой взгляд, в правильном направлении, но все-таки тем способом, который насильственный. Да? А Ататюрк, как и Гаспринский, ну, на своем уровне, конечно, на своем масштабе, да, это все-таки признание того, что тюркский мир или исламский мир, мы так скажем, да, он отстал не в идейном смысле, он отстал в технологическом смысле. Он отстал в смысле вот того, как жить в современном мире. То есть, грубо говоря, рядом с нами происходит нечто, ну, в Европе, будем так говорить, да, что заслуживает внимания. А мы, из-за того, что мы вот находимся в своей некой такой вот духовной скорлупе, мы это не воспринимаем. Да? Это неправильно. И поэтому это надо преодолеть, и необходимо, ну, войти в, скажем так, в единство, да, в сотрудничество, в диалог с этим миром, вот с европейским миром в данном случае. И вот Гаспринский это очень четко, скажем так, понял, потому что у него был опыт жизни в Европе, он знал более или менее вот то, как развивается мир на тот момент, да, и он, в общем-то, вот это и привнес в школьное образование, в смысл образования как таковой для тюркских народов и вообще в гуманитарную сферу. О том, что надо открыть тюркский мир от окружающему миру. Да? То есть надо показать, что здесь нету вот этих ограничений, нету исключительно религиозных препонов. Да, есть традиции, да, есть определенные какие-то, ну, грубо говоря, красные флажки. Да? Но все равно этот мир восприимчив к новому, этот мир восприимчив и способен, скажем так, творчески перерабатывать вот, опыт других народов и так далее. И вот это главный смысл. Плюс ко всему доступность, плюс ко всему открытость, плюс ко всему, ну, скажем так, отсутствие предрассудков, да. То есть, в общем-то, Гаспринский в своей деятельности, да, не только образовательной, не только просветительской, но и в издательской деятельности, он ведь, по большому счету, поступал как действительно широкий демократ. Да? Издание для женщин первое, да, фактически, которое появилось, издание юмористическое. А почему юмористическое издание – это уже большой шаг? Потому что, ну, скажем так, не принято весело смотреть на мир в традиционном обществе, да, вот нету вот этого, да, то есть, а здесь, по большому счету, Тарджиман – это газета не только для просвещенных, умеющих читать мужчин, это еще и газета для всех слоев населения, для детей, и для женщин, и для тех, кто хочет найти какое-то светское развлечение. То есть это уже важно, это уже серьезно. То есть это открытие, вот снятие этих запретов и открытие тюркского мира всему остальному миру. Почему это очень важно? Потому что на самом деле действительно, если говорить о Крыме, то возникало противоречие, да, и оно все-таки, наверное, могло бы каким-то образом взорваться, когда есть значительная часть населения, которая живет по определенным правилам, и есть власть.
которая вот живет по своим правилам, и, в общем-то, они не соприкасаются, либо живут параллельно. Да? Вот у Гаспринского была попытка соединить это в тех условиях, которые есть. Он не мог в других условиях, скажем так, существовать. Другое дело, что со временем у него появились возможности влиять на ситуацию иначе. Да? И это связано, конечно же, с событиями начала XX века, когда, в общем-то, Российская империя начала реформироваться в сторону думской монархии, то есть появление Думы как парламента и так далее. Но об этом мы еще поговорим, но это все-таки чуть более позднее время. Меня сейчас больше интересует, если можете, это пишите, что такое джадидизм и почему новые учения, новая методология изложения школьного материала была так необходима. Почему без этого не состоялось бы все остальное? Вы знаете, в принципе, это очень серьезно, очень простая, да, параллель с тем, что происходило в определенный момент с православной церковью. Да? Когда где-то, скажем так, к концу 16-17 веку, да, православная церковь на территории Украины, Белоруссии, России пришла в глубокий кризис. Не потому, что это были какие-то политические причины, а просто потому, что церковные книги, учения, схоластика и все прочее было составлено на образцах 12-13 века. И зачастую не только прихожане, но и священнослужители не понимали, о чем они вообще ведут проповедь, то есть они читали просто и, как говорится, вперед. Да? И языки, кстати говоря. И языки, безусловно, собственно, церковно-славянский, да, который, в общем-то, был непонятен практически никому. Вот примерно то же самое произошло в мусульманском образовании. А если учесть, что мусульманское образование было религиозным, да, то есть не было гражданского светского образования практически, да, то, конечно же, это устаревание, это, скажем так, застывание форм и застывание догм, оно необходимо было это все каким-то образом реформировать или разрушить. Да? Разрушить в каком смысле? Разрушить в том смысле, что религиозная скорлупа, она просто-напросто ограничивала человека. Ты живешь по законам шария. Все. А вокруг-то тебя жизнь другая. И вот в случае Крыма, например, это очень ярко, да, потому что по факту, в общем-то, Крым 70-х, 80-х, 90-х годов 19 века – это такой капиталистический, если не рай, то, во всяком случае, очень такой динамично развивающийся регион, да, будем так говорить, да. И поэтому, конечно же, люди, которые оказывались, то есть я имею в виду крымско-татарское население, которое могло оказаться в цепях старого понимания, да, оно требовало, конечно же, нового какого-то подхода и новых возможностей. По большому счету, джадидизм – светское образование. То есть, когда мусульманин может получить основы образования, но все-таки без превалирующего диктата религии. То есть это, в общем-то, такой набор знаний, который гарантируется и который дается именно в светском смысле, который открывает этому человеку потом возможность интеграции в дальнейшее общество, да, поступления на государственную службу и так далее, и так далее. То есть это... тут надо сделать несколько отступлений, и чтобы потом один такой тоже немаловажный вопрос рассмотреть. Измаил Гаспринский решил, он не мог, конечно, изменить шрифт, которым писался, на котором были написаны крымско-татарские тексты. Арабская вязь так и осталась арабской вязью, но все-таки метод, которым он пользовался для обучения звукового письма, он позволял адаптировать эту архаическую письменность к современным нормам. И казалось бы, его основная деятельность там приходится на 80-е, 90-е годы, но тем не менее, незадолго до начала Первой мировой войны один из российских этнологов, этнографов, я сейчас даже боюсь ошибиться, то ли это был Бонча Смоловский, то ли был Куфтин, в общем, он обнаруживает в Крыму, в Крымских горах целые села людей, которые не умеют говорить по-русски. Это свидетельствует о том, что недостаточно усилий было приложено Гаспринским, или он объективно не мог сделать так, чтобы хотя бы по одному русскоязычному в каждом селе имелось. Как же вообще тогда эти села взаимодействовали с окружающим миром? Он в принципе, да,
он, в принципе, не ставил такой задачи для себя. Действительно, вот что является парадоксом деятельности Гаспринского в том, что это деятельность для тех, кто хочет это услышать. Да? То есть, по большому счету, он не шел в народ. Вот что тоже важно. Да? Он достаточно широко транслировал. У него был канал трансляции своих идей. Он их распространял, причем надо сказать, что они имели отклик не только в Крыму, но и в России, потому что Таджаман читали и не только в крымских городах, но и в Казани, и на Урале, и так далее, да, и в Баку, и, в общем-то, то есть во всем тюркском мире. Но вот идти вот туда, вот на низ, да, искать и так далее, в этом не было никакой цели, и по большому счету абсолютно справедливо, что дореволюционные, досоветские исследователи этнографии Крыма и Бонча Смоловский, и Куфтин, и Самойлович, они находили вот этих вот отсутствующие носители языка. Да? Но все равно на низшем уровне российского чиновничества вступали на службу и крымские татары, которые могли, собственно говоря, эту коммуникацию совершить. То есть, по большому счету, проблема Гаспринского – это проблема, не элитарности, но это проблема определенной такой, вот, скажем так, ограниченности аудитории. Она все-таки ограничена теми, кто имеет образование, с одной стороны, и с другой стороны, кто может реально получить вот этот продукт. Да, газетные и так далее. То есть, вот. А вот все-таки мы понимаем, что у нас же империя уже встала на рейки русскости, и украинцы, поляки, это как минимум хрестоматийные примеры, испытывают трудности с обучением на своем языке, потому что действуют прямые дискриминационные нормы. А вот крымские татары испытывали со стороны России противодействие этому новому просвещению? Или Российская империя махнула на них рукой? В общем-то, не то чтобы махнула рукой, но не видела в этом политического содержания. Вот самое интересное, что какого-то серьезного политического содержания, да, или угрозы, или какого-то там вот заговора, да, что-то такого, вот, видимо, не наблюдали, поэтому фактически, в общем-то, система самостоятельного крымско-татарского образования, она сохранялась. То есть это религиозное образование мектебе, да, в общем-то, медресе, они как бы были. Но опять-таки они не давали их воспитанникам дальнейшей путевки в жизнь. Вот самое важное тут вот что, пожалуйста, ты получил такое образование, но ты должен подкрепить его неким, скажем так, классическим казенным образованием. То есть, либо частным, хорошо, да, либо это частная гимназия, либо это государственная казенная гимназия, либо это реальное училище, коммерческое училище и так далее. Да? Позже, вот уже в 20 веке, да, появится государственный орган в Крыму, Симферопольская татарская учительская школа, да, которая вот все-таки будет готовить, да, тех, кто может получить профессию педагога именно среди крымских татар. Да? Вот. Но это уже вот практически период последних лет существования Российской империи. Да? А так, по большому счету, вот хорошо, вы получили ваше образование, как бы, оно есть, да, но оно не дает вам никаких преференций. А вот если мы посмотрим с чисто практической точки зрения, например, там, на первую Симферопольскую мужскую гимназию, были ли среди ее учеников крымские татары? Так вот же, Гаспринский самый яркий представитель, да? Вот. А по большому счету практически все, кто принадлежал к более или менее привилегированной части населения, да, они все-таки сталкивались с тем, что необходимо получить классическое образование. Поэтому, по большому счету, и Гаспринский, и Айвазов, и Акчакраклы и так далее получали образование достаточно серьезное, классическое, вот в казенной гимназии. Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, наша программа продолжает свой эфир.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко и моим сегодняшним гостем Александром Севастьяновым. Мы продолжаем разговор о деятельности Измаила Гаспринского, о крымско-татарском национальном возрождении в конце XIX века. Итак, мы уже говорили в начале программы о том, что после политического, то есть такого административного рычага в виде должности бахчисарайского городского головы у Измаила Гаспринского появляется еще и такой коллективный пропагандист и коллективный организатор и просветитель газета «Терджиман-переводчик». И вот почему первая тюркская газета появляется так поздно? Когда вообще в Российской империи появляются газеты? В каком они виде существуют там, до конца XIX века? И какое место среди них занимает «Терджиман»? Ну, надо сказать, что если говорить о периодической прессе, да, вот как таковой, о газетах, да, то это конец 30-х годов XIX века, собственно говоря, в том смысле, что газеты становятся обязательным атрибутом жизни обывателей, скажем так. Почему? Потому что в это время появляется такое явление, как губернские издания. То есть таврические губернские ведомости, там, екатеринославские губернские ведомости, киевские и так далее. То есть на уровне регионов появляется печать. Безусловно, после, точнее, в течение реформ Александра II, вот великих реформ, законодательство о печати, цензура как таковая, она становится куда более лояльной, куда более либеральной, она фактически снимает достаточно много препятствий, знаете... А Валуевский циркуляр? Валуевский циркуляр, но при этом мы должны понимать, да, это мы можем сказать не только Валуевский циркуляр, но и Амский указ и так далее, да. Но все же, если мы сравним с временем Николая I, то это такой либеральный период однозначно, да? И вот на этой волне, а также учитывая то, что Гаспринский представлял все-таки лояльные круги, вот нельзя это забывать, да? То поэтому, в общем-то, проблем серьезных каких-то таких вот препятствий, препонов, запретов на издание Терджимана не возникло. Да? И, в общем-то, он достаточно влился вот сначала в крымскую, а потом и в общетюркскую повестку дня. Почему? Потому что, по большому счету, вот получилось так, что Крым, возможно, благодаря своему, скажем так, благодаря своему географическому положению, да, особому, он оказался наиболее открытым регионом. Вот здесь восприятие не только внутрироссийской повестки, да, но и повестки, вот, которая вокруг тебя, а вокруг тебя в Крыму это Европа, с одной стороны, с другой стороны, это Османская империя. Да? То есть есть возможность такого очень объемного взгляда на действительность. И поэтому, в общем-то, Гаспринскому удалось создать, я бы сказал, достаточно объективный, с одной стороны, а с другой стороны, в общем-то, подцензурный, но при этом во многом свободный орган. То есть у него была возможность, было желание, возможность, и он сумел реализовать по максимуму те ориентиры, которые он для себя обозначал. То есть, в общем-то, это классическая газета. Это классическая газета, которая высказывается на основные вопросы, связанные с, скажем так, с общественно-политической жизнью, насколько это возможно. И, кстати говоря, можно проследить, интересно очень проследить, как меняется, грубо говоря, тональность высказываний в зависимости от изменений обстановки в стране. Да? То есть, конечно, если говорить о Терджимане 80-х, 90-х годов XIX века, то это очень осторожно. Это все, в общем-то, в такой этнографической
социологической, не более того, стороне, да, вот. А если говорить о Тарджимане начала 20 века, то, в общем-то, это вполне понятное оппозиционное политическое издание, да, в общем-то, это попытка действовать в контексте Первой русской революции и в контексте, в общем-то, обретения народами своих прав. То есть вот это очень важно. То есть Тарджиман прошел свой путь от такого, скажем так, аккуратного лоялистского издания к, в общем-то, голосу крымских татар так точно, но, в общем-то, по большому счету, в большей степени голосу всех тюркских народов империи. И вот тут, конечно, нельзя не задаться вопросом, ведь крымские татары исчислялись сотнями тысяч на протяжении там, длинного XIX века, и к тому моменту, когда создавал Тарджиман Гаспринский. И, опять же, пребывали в составе Российской империи какие-то там десятилетия. В то же время, как, скажем, поволжские татары исчислялись миллионами и пребывали в составе и России, да, империи столетиями. Почему главный центр интеллектуальной жизни, а ведь Гаспринский, я напомню нашим слушателям, мы об этом сейчас тоже поговорим, является не только там журналистом и городским главой, но еще и писателем, литератором и фантастом. Почему вот это вот все происходит, почему это происходит в Крыму, вы только что сказали, открытый регион. Почему в Казани этого всего не происходит? Почему Волга, почему Итиль пасет задних? Ну, именно потому, что она слишком далеко от Европы. То есть, по большому счету, действительно, место Крыма оказалось вот ключевым в этом смысле. Здесь пересекаются цивилизации, здесь пересекается процесс, вот он есть. Да, то есть разные приезжают купцы, заходит разный капитал, появляются иностранные компании, это все очень важно, да. Приезжают турецкие купцы, да, то есть не только Европа, но и вот, да, то есть тут происходит это движение. Если говорить о Поволжье, да, конечно, скажем так, Поволжье дало России немало революционных персонажей, да, в общем-то, двух ключевых фигур-то российской революции дало нам Поволжье, да, и Керенского, и Ленина, да, вот, но при этом вот в национальном смысле народы Поволжья, коренные тюркские народы, скажем так, народы, исторические народы Поволжья оказались вот в этой исторической депрессии. Я ее все-таки определяю как депрессию. Да? Крымские татары смогли из нее выйти вот, более-менее быстро за несколько десятилетий. Именно потому, что несколько десятилетий. Заметим, да, у поволжских-то народов в XVIII веке была попытка. Они очень широко приняли участие в войне Пугачева. Была попытка, да, она была подавлена, все. Здесь не было жесткого какого-то варианта выступления против, соответственно, не было жесткого подавления. Вот, в общем-то, те особые права, дарованные в свое время Екатериной, да, они жестко не нарушались, не отменялись, не вычеркивались, не вымарывались, и поэтому, по сути, в общем-то, и не было повода для какого-то широкого недовольства, такого вот, вооруженного, скажем так. Да? А вот в Поволжье это был опыт вооруженного сопротивления, он оказался неудачным, соответственно, российское правительство смогло полностью подавить вот эту вот национальную и ментальную оппозицию, и вот вытекающие последствия. То есть не было варианта, не было опоры, не было отправной точки, откуда, в общем-то, вести эту деятельность. Это с одной стороны. С другой стороны, нет. В это же время, безусловно, есть и Шигабуддин Марджани, да, то есть тюркский просветитель, который, собственно, в Казани-то и делал примерно то же, что и Гаспринский. Но вот как-то нету этого масштаба. Вот почему-то нету. Наверное, именно потому, что наверное, вот европейская часть России и неевропейская часть России, Казань и Поволжье, несмотря на то, что она на границе фактически располагается всего этого, но вот оно тогда на тот момент не оказалось в общей связи с этим европейским контекстом. Соответственно, и потому крымская, скажем так, крымско-татарская тема, крымско-татарская инициатива стала основополагающей в общетюркском движении.
Тут вернемся снова к взглядам Измаила Гаспринского. Скажу нашим слушателям, что он известен как автор, по меньшей мере, одного романа «Утопии», в котором написано, если это, конечно, можно так сказать, идеальное мусульманское общество на европейский лад. Согласно Гаспринскому, где-то там, в горах Гренады, на юге Испании, в результате реконкисты уцелело крошечное эмирство даже не какое-нибудь там крупное государство. И вот там мудрые правители, просвещенные и сохраняющие приверженность исламу, продолжают управлять своей страной так, как это представлялось бы Гаспринскому идеальным. И вот и путешественник некий пишет об этом письма. И вот... И тут сначала, конечно, нужно бы спросить, в Российской империи жанр утопии, вообще фантастики, он уже был к 80-м, к 90-м годам в такой степени развит? И второе, почему Гаспринский делает настолько мощный упор вот на сочетание европейской просвещенности и обязательно сохранение ислама? Я не могу сказать, что такая вот идея, что такая тенденция к атеизации русского общества, которую мы там наблюдаем в нигилистах, в анархистах, в бунтовщиках, она слишком была заметна, но тем не менее она была. Вот почему для исламского мира, или может быть до исламского мира еще не дошла, или уже дошла. В общем, из всего этого сумбура попробуйте теперь выстроить какое-то логическое повествование. Нет, тут вот именно потому, что Гаспринский жил в современном ему обществе. И на его глазах происходило вот все вот это выстраивание нигилизма, революционной демократии и так далее, и построение утопий. Если говорить условно для российского общества, утопия, в литературе это, конечно, Чернышевский. То есть, в общем-то, определенная, сюжетная линия, связанная там, что делать со снами Веры Павловны, да? Вот. Но вот на этом в определенный момент, скажем так, утопический жанр, он останавливается до определенного времени, но вот есть отправная точка. Но Гаспринский образован и, самое главное, видел Европу. Еще раз вот об этом мы туда возвращаемся. Мы возвращаемся, собственно говоря, к его сотрудничеству с Тургеневым. А Тургенев – это безусловно, либерал, но при этом это такой настолько интеллектуальный человек, который сразу понимал, чем все это закончится. И именно в России. Да, то есть вот он видел эти преобразования, он был их сторонником, но он понимал, чем это все закончится. Что закончится все плохо. Убийством, какие-то кровью и так далее. У Достоевского это четко, у Достоевского целый роман о том, как это все плохо закончится. У Достоевского это не роман о том, что плохо закончится, а это роман показать, как очень плохо будет. Да? Не то, что закончится, а что будет плохо, вы не бунтуйте. У Достоевского как раз там другая, на мой взгляд. А Тургенев, он очень быстро понимал, чем все закончится. И поэтому мне кажется, что все-таки эта связь Гаспринского с Тургеневым, она очень важна. В том смысле, что этот здравый расчет, он присутствовал там тоже. Что я имею в виду? Что правильно, почему надо говорить о светскости? Скажем так, об открытости миру и о европейскости. Потому что если мы будем держаться за эти архаические формы, мы будем всегда отставать. То есть эта идея, скажем так, обыкновенного прогресса. Да? Но при этом почему же надо оставить ислам? А потому что если мы не ославим ислам, то тогда, в общем-то, получится как у этих самых революционеров. То есть получится что-то типа и негативное у Тургенева, и, конечно же, получится Додобес. То есть все в этом российском контексте Гаспринский за него не выходил. Это тоже надо понимать. У него
Да и, в общем-то, как получается, в общем-то, в национальном движении крымских татар до революционного периода, до начала 20 века не появилось того лидера, который бы вот вышел за российский этот контекст, да, вот, грубо говоря. И поэтому Гаспринский оперировал теми, скажем так, тезисами и теми парадигмами, которые были актуальны для российского общества. И он видел отказ от религии для тюрков. Это, в общем-то, путь к нигилизму. И вот как религию, как фактор стабилизации он видел. Но она должна быть реформирована в том смысле, что она не должна быть всем. Вот есть же, да, вариант, что это все для человека. Вот Гаспринский явно не воспринимал это как все для человека. А когда мы говорим о реформистских начинаниях, о новом методе преподавания в школах, о газете, мы уже вспоминали, что кроме первой, собственно, газеты, Гаспринский организовал еще первый журнал для женщин, первый юмористический журнал. Потом, опять же, мы говорим о его меценатской деятельности в Бахчисарае. Вот все эти его преобразования и все эти его начинания, они как воспринимались тогдашним крымско-татарским обществом? Все ли восприняли Гаспринского как нового там, нет, конечно, не нового пророка, но в должности просветителя и аплодировали ему? Или была все-таки довольно крепкая позиция его начинаниям? Позиция, она была все-таки и сосредоточена она была в религиозных кругах, да, но другой вопрос, что как таковые духовное управление, да, мусульман, оно было слишком встроено в систему власти. То есть оно не имело какого-то самостоятельного, такого четкого влияния и возможности как-то принимать решения. Поэтому, в общем-то, по большому счету, можно сказать, что Гаспринский не имел серьезных оппонентов. То есть у него не было мощной какой-то такой фигуры, которая бы ему противостояла. Да? Это первый момент. Второй момент, в общем-то, надо также отметить, что мусульманство в России, в Российской империи, оно находилось в таком, неподчиненном, а в некотором таком, факультативном плане, да, то есть, по большому счету, это было проявление, опять-таки, уважения к традициям присоединенных народов. Ведь все мусульманские народы России, они присоединены Российской империей в разное время и при разных, собственно говоря, обстоятельствах. Да, и поэтому найти какие-то прямые столкновения, найти что-то такое, скандалы и прочее, да, это будет сложно, да, но при этом, в общем-то, конечно же, деятельность Гаспринского и, в общем-то, его программа, она была нерелигиозной. Она не была антирелигиозной, но она была нерелигиозной. В этом смысле, конечно, это была борьба за умы. Это была борьба за умы. И надо сказать, что, в общем-то, если мы посмотрим потом на события революции, то, конечно, эта борьба за умы была Гаспринским выгодна. Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Наша программа скоро вернется. Слушай радио «Крым Реалии» 105,9 FM. И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и моим сегодняшним гостем Александром Севастьяновым. И в последней части нашей программы мы перейдем в начало 20 века. Революция в Российской империи в 1905-1907 годах в Крыму, как мы уже говорили в прошлый раз, имела место и оказала на него значительное влияние. В том числе это влияние прошло и на крымских татар. По крайней мере, будущий лидер Номан Челебиджи-хан, я так перебрасываю мостик к будущим программам, под влиянием этой революции увлекся социалистическими идеями. И все это закончилось тем, что была создана Государственная Дума в Российской империи. В эту Государственную Думу в том числе избирались депутаты из Крыма. И вот, если мы говорили, что до
великих реформ Александра крымские татары были практически не представлены во власти, то потом они стали быть представлены на земском уровне, а с появлением Думы, надо полагать, стали и на общегосударственном. Так ли это? Если так, то как происходила вот эта вот инфильтрация крымских татар в Государственную Думу? Ну, собственно говоря, мы уже с вами в прошлый раз затрагивали момент о том, что политические симпатии крымчан после учреждения Государственной Думы они были достаточно такими показательными. Да? Вот Крым был очень показательным регионом, окраина империи, которая, ну, грубо говоря, очень так специфически голосует. Вот все-таки вот крымчане в этом смысле, они проявили такую незаурядную способность, ну, не знаю, то ли к политическому какому-то анализу, то ли к чему-то еще. Да? По сути, мы можем говорить о чем? О том, что депутат мог быть избран либо от партий, либо от сословий, да, либо от национальных групп. И такие депутаты избирались в разных, в разных ипостасях, но не всегда крымским татарам удавалось получить своего депутата, который был бы избран на общих основаниях. Да, собственно говоря, мы должны говорить о Медиеве, как о депутате, который был избран, да, но, по сути, главным для того, чтобы появились такие депутаты, необходима была поддержка все-таки общероссийских партий. Других партий, каких-то серьезных, заметных в Крыму не было, то есть все национальные образования типа Бунда, то есть еврейской партии, да, социал-демократической, да, или допустим, Дашнак-Чутуна армянского, да, революционного, ну, тоже, в общем-то, наверное, такого, скажем так, социал-демократического, да, других каких-то моментов тут практически не было. То есть национальных партий, как таковых, не было создано, да, а Гаспаринский принимает участие в создании Всероссийского мусульманского союза, собственно говоря, да, но партией полноценной эта организация не стала. Она стала, в общем-то, оставалась таким общественным, скорее общественным движением. И самое главное, что самое такое интересное, что, в общем-то, она заключила политический союз с Союзом 17 октября. Союз 17 октября или октябристы, да, это партия крупного капитала, в прямом смысле этого слова. То есть, если, допустим, мы будем сравнивать с другими политическими силами ее, то это представители буржуазии, крупной буржуазии, которые, в общем-то, стали использовать представительство в Думе как такой рычаг влияния на власть. То есть, мы тут хотим, мы будем поддерживать, не хотим, не будем поддерживать. Да? И самое интересное, что, такая личность, как Столыпин, очень противоречивая. И, сложно сказать, на мой личный взгляд, со знаком минус вообще для истории России, да, нежели со знаком плюс, да. Но они его поддерживали, да, а, допустим, императора Николая II они не поддерживали категорически причем, да. Но Гаспаринский избирает октябристов как своих политических союзников. Это не приносит ему прямых политических дивидендов. Но кроме Крыма, по другим регионам Российской империи избираются мусульманские депутаты, которые избираются именно как представители мусульманской общины, мусульманского населения. Да? И, в общем-то, из этих депутатов, в том числе, когда получается в Крыму избрать, избирается, когда не получается, не избирается. Из других регионов России формируется мусульманская фракция. И здесь Гаспаринский выступает как такой модератор. То есть этот Всероссийский мусульманский союз приобретает инициативу, то есть приобретает роль объединителя этих депутатов, которые, избраны, да, и, в общем-то, это выражается в том, что Гаспаринский затевает еще одно издательское дело, это орган фракции, мусульманской фракции в Государственной Думе, газету «Миллет», то есть газету «Народ», да, которая, в общем-то, говорит, что очень важно, кстати говоря, и, может быть, это такой итог деятельности самого Гаспаринского в том, что там не говорится о крымских татарах, там не говорится о поволжских татарах, там не говорится о, азербайджанцах.
будем так говорить, да, или представителях Центральной Азии, да, там говорится о тюркских народах, как о некоем едином политическом целом. И, возможно, вот то, что Гаспаринский пришел к этим идеям о том, что это единый тюркский народ, да, безусловно, в этническом смысле это очень условное определение, то есть это даже, я бы сказал, в каком смысле такое антинаучное определение, но все равно. Да? Почему? Потому что это говорило о том, что эта идея развития вот этих разных народов, которые объединены общей культурой и общими этническими корнями, оно может сыграть дальше роль вот в политике и вообще в повестке дня Российской империи. Может быть, кстати говоря, то, что Гаспаринский умер вот тогда, когда он умер, да, сыграло то, что после распада Российской империи вот эта тюркская тема не сыграла вот так вот в едином каком-то порыве. Ну, мы не будем сейчас говорить о единой тюркской политической нации, как ее видел Гаспаринский. Меня гораздо больше интересует практическая деятельность мусульманских депутатов в Государственной Думе. И вообще появилась, вот мы можем уже говорить, что там после 1905 года появилась какая-то такая русская политика, низовая, в частности, Союз русского народа. Или нельзя говорить о том, что появилась национальная политика в Российской империи? Потому что если она появилась, то какая она была в отношении... Ну, я имею в виду именно вот политика в смысле не распоряжений императоров, а именно дискуссий в парламенте о будущем. И если она такая все-таки появилась, то какое место в политике занимали мусульманские депутаты? И как Российская империя видела политическое будущее вот, тюрок и крымских татар конкретно? Ну, по сути, в общем-то, не сложилось того, чтобы мусульманские депутаты представляли какую-то революционную фракцию. Вот все-таки в составе Государственной Думы, да, это такой парадокс, не парадокс, но представители революционных фракций, то есть социал-демократы и социалисты-революционеры, они присутствовали в 3 из 4 созывов. В первых они бойкотировали выборы, а вот в 3 во всех имели место быть. И вот там мы не видим ни одного представителя тюркских или мусульманских народов. Почему? Потому что, по большому счету, с одной стороны, этим партиям должна была быть близка идея интернационализма, да, вот, привлечения малых народов, но вот почему-то как-то этого не произошло. Да? Вот, поэтому мы видим мусульманских депутатов именно в составе тех фракций, которые настроены либо на диалог с властью, либо не являются революционными. Почему? Потому что, в общем-то, скорее всего, тут надо говорить о элите. Вот как элита этих народов воспринимала диалог свой с Российской империей. И из вот деятельности мусульманских депутатов мы можем понимать, что это был запрос на, ну, скажем так, гарантию некоего вот существования, которое есть объективно. То есть отсутствие какого-либо запроса на жесткое изменение условий, да? Отсутствие каких-то либо серьезных изменений. Отсутствие какого-то запроса на революционные изменения и отсутствие, в свою очередь, какого-то вот такого вот, знаете, реформистского начала. Вот я бы сказал, что это такое, ну, не соглашательство, но лояльность. И последний вопрос. Вот период уже ближе к началу Первой мировой войны. И Первая мировая война. Как на крымских татарах отразилось то, что мы об этом будем говорить в отдельной программе. Но вот сейчас просто, чтобы сделать такую затравочку для наших слушателей. Ведь Турция была врагом Российской империи. Отразилась ли вот эта вот туркофобия и память о Крымской войне на крымских татарах, не стали ли всех поголовно считать предателями? Вот вы знаете, нет. В отличие, допустим, от немцев, которых, выделили из общества и отправили в ссылку, да, а по сути за Урал, скажем так, с татарами этого не произошло. Почему? Я думаю, потому что, в общем-то, это следствие, в том числе, вот, деятельности Гаспаринского и следствие той линии, которую он начал и проводил. А именно, это
попытка найти вот эти важные компромиссные точки. И судя по тому, что вот как только практически умер Гаспринский, началась война, да, свидетельство того, что эти точки им были найдены правильно. Потому что российское правительство не пошло на репрессии в отношении мусульманского тюркского населения по той простой причине, потому что для этого, с одной стороны, не было оснований, а с другой стороны, ну, в общем-то, значит, это говорит о том, что элита мусульманская, крымско-татарская, да, была, в общем-то, настроена в контексте Российской империи. Ну, об этом еще поговорим вообще, что это было за... Какие-то были события Крымской войны, если таковые вообще были, да, Первой мировой войны в Крыму, то есть, но, по сути, в общем-то, крымско-татарский фактор в этом смысле не играл ключевой или заметной роли. На этом мы будем ставить точку в сегодняшней программе. Благодарю Александра Севастьянова, кандидата исторических наук, который был сегодня моим гостем. Спасибо вам. Дорогие слушатели радио Крым Реалии, крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко, ни в коем случае не переключайтесь, наше радио продолжает свой эфир.